Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы продолжаем цикл интервью, посвященный посланию президента. И сегодня у нас в гостях директор Мангистауского филиала Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана Жамбулат Тангиев. Здравствуйте. Здравствуйте, Джамбулат Султанович. Рады вас приветствовать в нашей студии. Спасибо. В своем послании Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что одним из приоритетов нового экономического курса страны станет стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику. Наверняка вы обсуждали послание с коллегами, как они отреагировали на эту новость, что они думают относительно данного пункта. Ну, про послание главы нашего государства высказались все, более именитые гости, наверное, в вашей студии, в общем, и по всей стране в целом. Ну, в свою очередь, как руководитель Ассоциации предпринимателей нашей области, ПРНК, хотел бы отметить, что послание было очень объемным, очень интересным, очень возлагающим большие надежды. И следует отметить, что для нас, для всех жителей нашей страны, это является руководством к действию. И так что мы это послушали, порадовались и убрали это в долгие ящики. Я послание смотрел неоднократно, потом зачитывал его уже в стенограмме, чтобы было легче вникнуть в суть изложенного послания главы государства. Поэтому со своей точки зрения, что хотел бы я отметить? Послание мы должны исполнять, и мы, как общественники, и граждане Казахстана, и чиновники, и все лица, которые ответственны за это все, компетентны за это все, должны его исполнять, работать в этом направлении. Президент говорил о том, что государство не должно чрезмерно вмешиваться в экономику. Не приведет ли это элементарно к тому, что будут нарушаться правила, санитарные правила, правила безопасности? Вы знаете, или это все будет зависеть от добросовестности предпринимателей самих? Вы знаете, данная инициатива, она очень своевременна, потому что у нас еще остается советская палочная система, по которым даже при отсутствии какого-либо нарушения надзорные органы, руководство надзорных органов вынуждают своих сотрудников искать эти упущения. Поэтому это очень своевременно и очень правильно, я думаю. Также мной был отмечен тот момент, что скоро будет введен новый налоговый кодекс. Это тоже очень своевременная мера, так как мы помним, насколько сложным и насколько непонятным для простого обывателя, для простого бизнесмена были какие-то налоговые операции, операции с налогами, операции с отчислениями. Все было настолько непрозрачно, и за последние 10-15 лет это изменилось, и думаю, введение нового налогового кодекса гораздо упростит деятельность наших предпринимателей. Но есть же случаи, вот сейчас в связи с мораторием на проверку, да, многие предприниматели все-таки вот нарушают какие-то такие правила, нормы. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, в этом случае нам надо, наверное, просто воспитывать правильное поколение бизнесменов, правильное поколение. Есть же кодекс предпринимателя, который, в принципе, никто не отменял, никто, конечно, не заставляет молодых бизнесменов жить по нему, но его никто не отменял. И это, во-первых. Во-вторых, надо в какой-то мере ужесточать наказание, если собственник каких-то коммерческих или торговых площадей не усмотрел, и по его неусмотрению получилось там возгорание, там привело к гибели людей. Да, для таких недобросовестных предпринимателей, бизнесменов, конечно, надо усиливать меры воздействия на них. А в целом малый микробизнес не должен от этого страдать, потому что сегодня бизнесмен, которому мы дадим надежду, которого мы поддержим на старте, которому мы поможем с инвестициями, кто бы это ни был, государство, либо частные инвесторы, мы же понимаем, что в будущем это как минимум самозанятый человек, который будет заниматься делом, который будет пристроен, а в программе «Максимум» это человек, который будет создавать так необходимые для нашей страны рабочие места.
Булат Султанович, вот вы предприниматель уже с таким огромным опытом, наверняка вы свой бизнес тоже начинали с нуля. Что еще можно будет ввести государству, вот, какую поддержку оказать предпринимателям, помимо того, что ограничивают чрезмерное вмешательство государства в бизнес? Может быть, у вас есть какие-то предложения? Вы знаете, буквально на прошлой неделе я выходил с письмом на руководителя, на президента нашей ассоциации в Астану, в центральный аппарат. Все бизнесмены знают, что с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года были введены налоговые каникулы для микро и малого бизнеса, работающих со специальными налоговыми режимами. Это во многом стимулировало бизнесменов, молодых бизнесменов, малый бизнес. Но здесь получился такой момент, что в этот период была пандемия мировая, то есть практически год никто не работал. В этот же период мы наблюдаем нынешний кризис, геополитический кризис, экономический кризис, очень большой скачок курса иностранной валюты, нестабильный курс иностранной валюты. Поэтому наш филиал обратился к руководству Ассоциации предпринимателей, чтобы они уже выносили это на обсуждение, на правительство, именно для того, чтобы продлить этот период до 1 января 2025 года. Я думаю, эта мера поможет наверстать упущенное за ковидный период, за нынешний период, и в целом очень сильно будет стимулировать начинающих предпринимателей для более активной работы. А вот по вашему мнению, вот на уровне региона, что можно сделать для предпринимателей наших? Необходимо проводить мастер-классы, бизнес-классы с выпускниками школ, проводить какие-то семинары с выпускниками вузов, СУЗов, потому что надо доносить, надо объяснять молодым ребятам, какие плюсы дает занятие бизнесом, какие минусы это за собой влечет. Надо также доносить до нашей молодежи, что рабочие специальности, они тоже пользуются спросом, что человек рабочей специальности – это человек, который востребован в любом месте, в любом городе, в любом регионе, даже в любой точке нашей планеты. Поэтому вот эти мероприятия мы, как Ассоциация предпринимателей, систематически проводим, встречаемся со школьниками, встречаемся с более взрослыми студентами. И инвестиции, самое главное, правильные, грамотные инвестиции, привлекать инвестиции для молодых бизнесменов в их стартапы, чтобы не было такого, что инвестор пришел, вложил туда деньги и спустя 2-3 года отжал себе этот бизнес. То есть все эти мероприятия должны быть регулируемы, я не знаю, на уровне государства или на уровне общественных каких-то организаций. Но эти моменты очень важны, потому что молодой человек порой не знает, как начать работу. Бывают частые моменты, такие ошибки в бизнесе у ребят, элементарные ошибки при выборе организационно-правовой формы, при регистрации компании или индивидуального предпринимателя в качестве индивидуального предпринимателя, при выборе режима налогообложения, просто потому что нету какой-то элементарной финансовой грамотности. Этому же не учат в вузах, этому не учат в школах. Поэтому эти вещи очень важны, и не каждый может себе позволить посещать какие-то курсы менторов, высокооплачиваемые курсы. Поэтому мы должны общественность, кто заинтересован в этом, кто готов в этом направлении работать, общественность должна заниматься этим, вывозить молодежь на предприятия уже состоявшихся бизнесменов. Есть такое понимание в бизнесе, как self-made, да? Человек self-made. Именно эти люди, это кладезь безграничная каких-то знаний, каких-то талантов, которые они могут передавать. И как зачастую показывает практика, и в нашей области, и в Казахстане, такие бизнесмены всегда готовы делиться с молодыми начинающими предпринимателями. Поэтому я думаю, это такой тоже очень важный момент для поддержки бизнесменов. А вы готовы на себя взять такую ответственность, провести мастер-класс, поскольку вы человек уже опытный? А эта ответственность на мне лежит уже не один год.
И мы эти мероприятия проводим систематически, в той мере, насколько это позволяет загруженность и в бизнес-среде, и в общественной среде. Но эти мероприятия я провожу, и провожу довольно-таки часто. И на сегодняшний день есть очень много стартапов, которые мы поддержали, есть очень много кейсов для молодых ребят, которые мы можем предоставить совершенно бесплатно, не имея ничего. Есть очень много инвесторов, которые готовы абсолютно на безвозмездной основе войти и поучаствовать в небольших бизнесах там, до $500,000, до миллиона с каким-то графиком возврата этих денег, абсолютно беспроцентно. Поэтому это все сконцентрировано, мы над этим работаем, и все это есть, присутствует, но это надо, вы понимаете, усилиями общественников эти вопросы решить довольно-таки сложно бывает порой. Еще раз спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию, дали нам интервью. Для нас было очень важно услышать ваше мнение. Спасибо за приглашение.